А в начале нового учебного года Северо-Восточный федеральный университет поменяет традиционную бально-рейтинговую систему. Теперь студентам будет не так просто получить оценку автоматом, а по некоторым предметам придется сдавать обязательный устный экзамен. Все подробности у Саргаланы Федоровой. С 2011 года в Северо-Восточном федеральном университете внедрили бально-рейтинговую систему. Она позволяет отслеживать, насколько студент осваивает учебный материал в течение всего семестра и совершенствовать методику обучения. На сегодня бально-рейтинговая система тесно связана с внутренней системой оценки качества образования. Мы намерены связывать сейчас бально-рейтинговую систему также и с внутренним, и внешним независимым тестированием. Новые, федеральные стандарты диктуют необходимость оценивания не просто по обычным тестам, но по компетентностным тестам. То есть бально-рейтинговая система, которая работает в нашем вузе с 2011 года, она уже имеет две редакции. Сейчас мы стоим на ступени третьей редакции этой бально-рейтинговой системы, в которой мы постараемся внедрить вот эти вот новшества. Студент может набрать достаточное количество баллов за семестр и не сдавать экзамен, а получить оценку автоматом. В результате система привела к тому, что некоторые студенты не знают, что такое экзамен за 4 года учебы. И когда преподаватель решает принять устный экзамен, ребята оказываются не готовыми к его сдаче и впадают в панику. Основной проблемой бально-рейтинговой системы стало отсутствие системы информационной поддержки. Результаты бально-рейтинговых мероприятий обрабатывались вручную. Но начиная с этого учебного года заработала система электронные ведомости, которая позволит автоматизировать обработку данных, обработку баллов. Также преподаватели и студенты заводят личные кабинеты на портале СВФУ. Разрабатывается система электронное портфолио студента. Так что мы надеемся, что начиная со следующего учебного года заработает электронная информационно-образовательная среда вуза. Студенты при наборе определенного количества баллов имеют право получить оценки «хорошо» и «отлично» автоматом. Но есть преподаватели, которые категорически против этого действующего пункта системы. Поэтому предлагают дать право выпускающим кафедрам решать, по каким дисциплинам обязательно сдача экзамена, а по каким можно получить оценки автоматом. В целом положительно сказалось на обучении студентов вообще. Проще стало учиться, узнавать свои возможности, ну и многое другое. Минусов таковых я ярких не вижу. Отметим, что бально-рейтинговая система не работает по отношению к нерадивым студентам, которые даже ради баллов не желают посещать занятия и показывать результаты. Если студент набрал меньше 25 баллов, то по действующему положению предполагается, что мы его должны отчислить. Мы же предлагаем дать право преподавателю решать, допустить такого нерадивого студента к экзамену или нет, и на каких условиях его допустить. Но в целом мы считаем, что бально-рейтинговая система работает, положительно влияет на организацию учебного процесса.